Нет, ну какой-то бред. Друзья, приветствую вас на своем канале «Словения с Хельга Вайт». Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. В Словении наконец-то завершились президентские выборы. И во втором туре победила Наташа Пирц-Мусар. Она обошла своего ближайшего конкурента, набрав 56% голосов. И впервые в истории Словении президентом стала женщина. Что мы знаем о ней? Ей 54 года. В прошлом она была журналистом и юристом. Проходила практику на CNN, на BBC. Она боролась за свободу слова в СМИ. А еще она известна своими громкими судебными делами. Она являлась представителем Мелании Трамп в суде. Мелания Трамп – это жена бывшего президента Дональда Трампа. Наверняка вы знаете или слышали, что Мелания Трамп словенка, и она начинала работать моделью в Словении. Сейчас также в Словении идут разговоры о повышении минимальной заработной платы. Профсоюзы считают, что минимальная заработная плата должна составлять не менее 877 евро нетто. В экономическом и социальном совете пока не согласовали порядок повышения минимальной заработной платы. Но уже ясно, что минимальная заработная плата в 2023 году составит не менее 850 евро нетто. При повышении минимальной заработной платы будут учитываться два критерия: прожиточный минимум и годовой уровень инфляции, который будет объявлен 15 января. В этом году переговоры о минимальной заработной плате начинаются рано. В предыдущие годы они начинались только в январе. Окончательное решение о размере минимальной заработной платы должно быть принято до конца января. На данный момент минимальная заработная плата составляет порядка 750 евро нетто. Кто не знает, что такое нетто, это те деньги, которые вы получаете на руки за вычетом всех налогов. Рождественская елка в центре Любляны на площади Пришерна уже установлена. Помимо новогодних огней, муниципалитет Любляны анонсирует рождественские новогодние ярмарки и другие интересные мероприятия. Новинкой декабрьской программы этого года станет праздничная деревня на площади Французской революции. Новогодние огни зажгутся в столице 25 ноября примерно в 17 часов 15 минут. Мы очень рады, что спустя 2 года начнем снова собираться, так как в наши лучшие годы до пандемии и коронавирусных ограничений. Да, мы очень рады, что наконец-то закончились коронавирусные ограничения. Дети в этом году свободно ходят в школу, абсолютно без масок. И очень надеемся, что так и будет весь год. Хотя, как я слышала, в Китае снова пандемия и снова карантин. В этом году город выделил 150 тысяч евро на финансирование декабрьской программы. Большую часть профинансируют спонсоры и арендной платой за ярмарочные дома на праздничной ярмарке в Любляне. Средства на новогодние украшения Любляны, как и во все предыдущие годы, составят 220 тысяч евро. Из-за высокой стоимости энергии многие рождественские ярмарки во многих местах по всему миру будут посвящены экономии энергии. Дискуссии о том, будут ли новогодние огни гореть весь день или часть дня будут выключены, также идут в Любляне. Свет обязательно будет гореть с 16 часов до часу ночи, а в последнюю неделю декабря свет будет гореть 24 часа в сутки. Стоимость потребления электроэнергии на новогодние украшения города в период с 25 ноября по 8 января составляет 2660 евро. А если на часть дня или ночи отключить свет, то можно сэкономить несколько сотен евро. Ну, что-то на самом деле не очень какая-то большая экономия, буквально несколько сотен евро для города, это просто капля в море. В прошлом году в Словении образовалось около 10 тысяч тонн текстильных отходов.
В Европе текстильная промышленность наряду с пищевой промышленностью и транспортом входит в число крупнейших загрязнителей окружающей среды. По статистике, на производство одной футболки уходит 2700 литров воды. Ежегодно в Европе производится около 2 миллионов тонн текстильных отходов, пятая часть которых приходится на Италию. Текстильная промышленность является третьим по величине потребителем воды и пятым по величине потребителем природных ресурсов и производителей парниковых газов. Когда речь идет об одежде и других текстильных изделиях, мало кто задумывается о том, что с ними будет, когда срок их полезного использования закончится. Текстиль и одежду трудно перерабатывать. Они состоят из множества различных материалов, и это затрудняет переработку. В текстильной промышленности занято более 1,5 миллиона европейцев. В прошлом году Словения произвела 1541 килограмм отходов на одного жителя, что на 450 килограммов, кстати, меньше, чем 10 лет назад. То есть все-таки отходы уменьшаются, и люди стараются более разумно подходить к вещам. Уровень переработки всех отходов увеличился до 86%. Уровень переработки бытовых отходов до 60%. Европейская комиссия ищет выход в производстве текстиля из экологических быстро перерабатываемых материалов и призывает всех к разумному потреблению. А сейчас немного о славянской статистике. В Словении проживает больше мужчин, чем женщин, и они в среднем получают больше, чем женщины. Большинство мужчин женятся после 30 лет. В прошлом году 135 женихов были в возрасте 65 лет и старше. Старых невест было гораздо меньше, всего 57. На начало этого года в Словении проживало 1 миллион 57 тысяч 695 мужчин и 1 миллион 49 тысяч женщин. Средний возраст мужчин составил 42,4 года, а средний возраст женщин 45,3 года. Средний возраст отцов при рождении ребенка в 2021 году составил 33 года, а матерей 31 год. Самым распространенным мужским именем в Словении по-прежнему является Франк. Кстати, я не знаю ни одного Франка. А наибольшее количество новорожденных мальчиков в 2021 году получили имя Филипп. А Филиппов я знаю, кстати, маленьких. Взрослых Филиппов, кроме Филиппа Киркорова, я вообще не знаю. Но в детском саду у моего младшего сына есть Филипп. По-моему, он один. Мужчинам по имени Франк в среднем 69 лет. Ну, наверное, поэтому я и не знаю ни одного Франка. Уровень безработицы среди мужчин составил 4,3%, среди женщин 5,3%. В прошлом году у работающих мужчин заработная плата в среднем на 2,7% выше, чем у женщин. Евростат обнаружил наименьшую разницу между брутто зарплатой мужчин и женщин в Люксембурге, где она составляла 0,7%, и самую высокую в Латвии, где она составила 22,3%. В 2021 году в Словении было 2322 развода. Кстати, чаще всего люди разводятся после 40 лет, когда уже конкретно надоедят друг другу. Друзья, на этом заканчиваем обсуждение славянских новостей. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч. Пока-пока.